Нужна не только общественная воля, но и воля политическая. То есть нужно решать этот вопрос, нужно решать вопрос о том, какой язык в качестве родного преподается в северных и в западных районах Башкортостана. В качестве родного там массово идет и дальше будет набирать обороты татарский, а татарский язык – это как язык обучения в школах для людей с башкирским происхождением, это путь в татарскую идентичность. Что это? Наивная открытость или нарочитая откровенность? Кандидат исторических наук Искандер Саидбаталов даже и не пытался подобрать более лояльную формулировку для своих умозрений. Молодой башкирский ученый на форуме в Уфе выступает за новое лингвистическое преобразование. Признать северо-западный диалект, на котором говорит население северо-западных районов Башкортостана с преобладающим татарским населением, вторым официальным литературным языком башкирского народа. А дальше больше. Если внедрить этот новый башкирский язык в татарские школы в качестве родного, то через энное количество лет можно будет увидеть плоды нового проекта. И башкир в Башкортостане, по мнению некоторых представителей башкирской интеллигенции, станет значительно больше, чем татар. И вы хотите на этом языке обучаться и изучать его в рамках родного. Но и есть ведь литературный башкирский язык, мы от этого не можем уйти. Дело тут на самом деле не в диалектах, а в конкуренции, в статусно-ролевой конкуренции двух реально существующих национальных проектов башкирского и татарского. Через вот этот диалект они становятся именно полем борьбы идентичностей. Причем это поле у нас находится в республике, а не у них, не в Татарстане. Есть башкиры, которые выбирают в школах татарский язык как родной. Я считаю, что никто не может им отказать в этом праве. И придумывать для них несуществующую еще одну версию башкирского литературного языка, этого никто не будет делать. Разве можно вот этот язык, на котором говорят местные жители, признать северо-западным диалектом башкирского языка? Не нужно быть лингвистом, чтобы определить на слух, что это исконно татарский говор. Точку в этом вопросе еще в середине прошлого века, казалось бы, уже поставил видный башкирский писатель и филолог Джалиль Киекбаев, который выдвинул главный и неоспоримый аргумент. Население северо-западных районов своим родным языком считает татарский, который является здесь официальным языком образования и общения. То фактически возник вопрос, а что делать с татарским литературным языком, который там был языком преподавания в школах? На это не могут не согласиться татары, которые имеют четко выраженную идентичность, здесь живут очень давно. И если вот возникнут такие межэтнические противоречия на языковой базе, это может привести к серьезному этническому конфликту внутри Башкортостана. Неспроста говорят, что Башкортостан является сейчас очагом татарской культуры, потому что многие деятели культуры оттуда, певцы, журналисты, писатели, да, если бы у них не было татарского, как бы генетического, да, вот конкретного, я не думаю, что они были бы вот этим вот, ну, триггером татарской культуры. Выяснение национальной принадлежности, оно уже давным-давно ушло из плоскости вот научной полемики в плоскость политическую и даже межличностную. Потому что вот это этномиссионерство, то есть попытка сделать татар башкирами, оно несет в основном в себе только политические цели. И эти люди, которые этим занимаются, они напрямую так и говорят. Нам нужно оторвать от татар, проживающих в Западном Башкортостане, от Татарстана, сделать их башкирами для того, чтобы усилить статус нашей республики. Действительно, северо-западный регион Башкортостана во все времена вызывал много споров. Во время переписи 2002 года часть татарского населения этой территории была переписана башкирами. Впоследствии это подтвердил и главный этнолог России Валерий Тишков. Вот цитата из его интервью. В переписи 2002 года наверняка не менее 100 тысяч человек было переписано в башкиры. Если ты в Башкирии живешь, значит должен быть башкиром. В 2010 году при новом президенте Рустаме Хамитове, по мнению того же Тишкова, такой одержимости в национальном вопросе уже не было, и количество башкир уменьшилось на все те же 100 тысяч человек. У некоторых активистов есть такое понимание, что даже Казань – это тарханные земли башкир. Или же, когда говорят о башкирских восстаниях, в которых участвовали немало и татар, да, они доходили там до Елабуги, до Мензелинска и дальше, да, это тоже вот, мол, башкирские земли, и там проживали большинство своим башкиры. В
Башкортостане включаются новые методы политтехнологий для воздействия на сознание масс. Этот новый документальный фильм, рассказывающий о судьбе новоявленных башкир, живущих на востоке Татарстана. Авторы фильма насчитали на территории уже нашей республики не менее 180 тысяч человек, которые о своей национальной идентичности якобы узнали много столетий спустя. Всю жизнь считались татарами, а предки-то из башкир. Что уж говорить о татарах, которые живут в самом Башкортостане. По мнению некоторых башкирских ученых, живут они в неведении и в незнании своего исторического начала. И таких еще порядка 200 тысяч человек. Сейчас вот мы продолжаем проект «История башкирских родов», когда все начинают выяснять свои корни. Все они, да, знают, да, мы, говорит, башкиры. Вы, Рашид Аркипович, вы мензелинский башкир, да? Да, это смешно, конечно. Да, они выпустили вот 60-томный «Шаджаре», и там 12 том, как раз Муслимовский район относится, там 12 деревень. И там наши деревни тоже, башкирские деревни написано. Это, конечно, смешно. Они берут так называемые ревизские сказки, то есть это переписи, которые велись до конца 19 века, где фиксировалось сословие, но не национальность. Но они, показывая эти ревизские сказки людям, они говорят, вот ваши предки были записаны башкирами, значит, они были по национальности башкиры. Но на самом деле башкирцы это не национальность, а сословие, то есть юридический статус. Но кому нужно выставлять один народ в противовес другому? Тем более, когда речь идет о дружественных братских народах, таких как татары и башкиры, у которых и язык, и культура, и религия, и обычаи настолько близки и понятны друг другу. И многие ученые считают, что эти два этноса – это феноменальное явление с одной большой историей и общими корнями. Но как бы ни старалась определенная часть национально ориентированной башкирской интеллигенции, истина неоспорима. Ни один политтехнолог не определит твою идентичность. Ведь национальность – это отнюдь не дело вкуса, а веление души. Башкиры северо-запада, как и татары северо-запада, уже давно выбрали и выбирают, продолжают выбирать русский язык как язык обучения. Если они выбрали татарский язык, а хотят изучать татарский язык, значит так тому и быть. И мы не должны мешать. Кто знает, может быть, кто-то из них в будущем будет объединять наши народы, татарские и башкирские. Это искусственно нагнетаемые политические проблемы, которые решаются вовсе даже не в интересах народа. И поэтому думаю, что надо к этому придавать значение как провокационному проекту, который может сыграть иногда в ущерб этим нашим народам. На основе ни генетических данных, ни тем более ревизских сказок невозможно установить свою национальность. А национальность можно установить только на основе своего самосознания, родного языка и исторической памяти. А историческая память у нас одна. Мы татары Башкортостана, мы там живем уже не 200, не 300 и даже не 500 лет, а уже во времена Волжской Булгарии, Казанского ханства, то есть последние 700 лет. И тому есть очень много исторических доказательств. Ильзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.